Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем, какой приговор вынес суд врачу, обвиняемого в смерти пациента. Такие мясники явно в нашей медицине работать не должны. С вердиктом были согласны не все. Решил пойти на обгон и вскоре об этом пожалел. Подробности аварии в Азнакаевском районе. Бил своих жертв кирпичом по голове. Вину признаете свою, получается? Да. Полицейские Казани задержали подозреваемого в 2 разбойных нападениях. Это и не только. Прямо сейчас. 2 «Лады Приоры» не смогли разъехаться на перекрестке улиц Залесная и Осиновская. За рулем одного из отечественных автомобилей находилась женщина, которая по предварительной версии начала поспешный поворот налево. Встречный транспорт автоледи не смутил. Последствия такого небезопасного маневра стало столкновение, в результате которого обе машины оказались не на ходу. Что говорили участники аварии, знает Анна Городнова. Поворачивали в Казань, вторая машина с Южина прямо. До столкновения оба автомобиля двигались навстречу друг другу. Доехав до перекрестка, водитель, едущий с улицы Осиновская, решил повернуть налево в сторону Казани. Такой маневр застал врасплох второго участника аварии, который намеревался проехать в перекресток в прямом направлении. Мужчина был уверен, что его пропустят. Когда понял, что с таким мнением согласны не все, нажал на тормоз. Но было уже слишком поздно. Мы объехали на зеленую, просто повернул явно. За рулем «Лады», поворачивающей налево, находилась женщина. Она не отрицает, что ДТП произошло по ее вине, но отметила, что мужчина мог бы и пропустить автоледи. Я не рассчитала походу, если он, мужчина, вроде, если он опытный, мог бы даже, если даже дай дорогу проходить. После столкновения оба автомобиля оказались не на ходу. Покинуть место происшествия они смогли лишь с помощью эвакуатора. Анна Городнова, Ленар Гинатуллин, Константин Бушуев, Вызов 112. 2 «Лады Гранты» столкнулись этим утром в Азнакаевском районе. Авария произошла на автодороге Азнакаево-Уразаево. По предварительной версии, водитель одного из автомобилей, не убедившись в безопасности маневра, решил пойти на обгон. Как итог, он столкнулся с «Ладой» со встречного направления. Автомобиль предполагаемого виновника аварии получил сильные механические повреждения и вылетел в кювет. В результате происшествия никто не пострадал, в обоих транспортах сработали подушки безопасности. Несоблюдение дистанции, плохие погодные условия и невнимательность стали причиной аварии на Мамадышском тракте. Там поздним вечером столкнулись «Лада» 12-й модели и «Ситроен С4». Приближаясь к светофору, девушка, управлявшая иномаркой, увидела перед собой моргающий зеленый сигнал светофора. Понимая, что она не успеет завершить маневр, нажала на педаль тормоза. Ехавший позади водитель отечественного автомобиля этого сделать не сумел. Другие подробности в материале Алии Хайрудиновой. После столкновения водитель «Лады» 12-й модели не смог завести свой автомобиль. Ждать дорожных инспекторов ему пришлось в машине второй участницы ДТП. Она и рассказала о причинах аварии. Моргающий ехала, и сзади меня машина въехала. То есть вы уже остановиться хотели? Да, на красный. То, что молодой человек не соблюдал дистанцию, отрицать смысла не было. Впрочем, он свою вину признал и отметил, что его подвела обычная невнимательность. Моргающий ехала, я что-то смотрелся, не увидел, и вот так все получилось. В результате аварии отечественный автомобиль был уже не на ходу, учитывая, что вся вина за произошедшее с высокой вероятностью ляжет на плечи водителя «Лады», то восстанавливать собственную машину ему придется за свой счет. Алия Хайрудинова, Ленар Гинатуллин, Константин Бушуев, Вызов 112. Из-за несоблюдения дистанции произошла авария и на улице Сыртлановой. По предварительной версии, все началось с того, что перед пешеходным переходом остановился автомобиль. Едущий за ним водитель «Газели» успел остановиться, а вот «Лада» 9-й модели, следовавшей за ним, нет. Удар пришелся в заднюю часть грузового автомобиля. Водитель отечественного транспорта свою вину признал. Участники аварии зарисовали схему столкновения и самостоятельно отправились в Центр оформления ДТП. Осудили за смерть пациента. В Вахитовском суде Казани вынесли приговор в отношении врача-колопроктолога Халиля Зиаддинова. Напомним, по версии следствия, в апреле прошлого года в частной клинике обвиняемый назначил 44-летнему мужчине экстренную операцию, которую взялся делать сам. В качестве обезболивающего вколол пациенту лидокаин, который был ему категорически противопоказан. Как итог, мужчина скончался на операционном столе. С зала суда репортаж Нафиса Минязовой. Такие мясники явно в нашей медицине работать не должны.
И я считаю, что это было убийство, и убивать людей направо-налево, и относиться халатно к жизни людям тоже это непростительно. Родственники погибшего желают подсудимому максимальное наказание. Сестра мужчины считает, что обвиняемый хладнокровно убил своего пациента. По версии следствия, в апреле минувшего года погибший обратился в частную клинику за консультацией, но вместо нее он получил предложение об экстренной операции. Врач поставил ему неверный диагноз. Кроме того, как считают представители потерпевших, он даже не стал требовать от пациента документы и не узнал, есть ли у него какие-либо противопоказания к операции. Была доказана его материальная заинтересованность. Проведенными экспертизами установлено, что какой-либо угрозы для жизни в момент прихода в больницу потерпевшего не было. В данном случае все действия его производились именно по собственной инициативе, именно единого подсудимого. Как следует из материалов уголовного дела, за проведение операции врач-колопроктолог Халиль Зиадинов попросил с пациента около 30 тысяч рублей. Больше половины суммы он взял сразу, остальное оформили в рассрочку. После того, как получил деньги, доктор вколол больному лидокаин, который, как оказалось, был ему категорически противопоказан. Поскольку у последнего были признаки хронической ишемической болезни сердца, сам подсудимый свою вину в произошедшем не признавал и всячески скрывался от камер. В этом ему также помогали и родители. Ой, что делаете, девушка? Однако чуть позже отец подсудимого все же согласился поговорить с нашей съемочной группой. Наша династия врачей, отец, мама, брат, двоюродный брат, племянник, сын. Все врачи, более 500 лет мы отдали здравоохранению Республики Татарстан. Мужчина рассказал, что не считает своего сына виноватым, поскольку, по его словам, сын действовал правильно. Вот такие исходы, какие были там, анафилактический шок на лидокаин. Он разрешенный, он же не принес его откуда-то с собой. Это разрешенный, допущенный препарат. Если на него возникает какая-нибудь неадекватная реакция, и больной в результате несчастного случая погиб, то обвинять в гетерогении врача и судить его как преступника, это, по-моему, само преступление. Выслушав мнение всех сторон, суд вынес приговор. Халиля Зиадинова признали виновным по статье «Причинение смерти по неосторожности», хотя изначально ему было предъявлено обвинение по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека». Сегодня ему назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года и 6 месяцев. Кроме того, он не сможет заниматься врачебной деятельностью в течение 2 лет. Сторона потерпевших собирается обжаловать данное решение суда. Нафиса Минязова, Азат Самигуллин, вызов 112. Хотела успокоить своего сына ножом. В Татарстане вынесли приговор в отношении 24-летней Аделины Хайрнасовой. Ее обвиняли в истязании сына. По версии следствия, в сентябре этого года в селе Ютазы девушка ударила своего 8-месячного ребенка ножом в область шеи, а также нанесла ему не менее 6 поверхностных порезов в области его грудной клетки и живота. Позже она позвонила своей матери и попросила вызвать врачей. В момент преступления женщина находилась в нетрезвом состоянии, а свой поступок объяснила тем, что ребенок громко плакал, и она не могла его успокоить. Хайрнасовой было предъявлено обвинение в истязании, а также ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Приговором суда Хайрнасовой назначено наказание в виде 3 лет и 2 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Бил кирпичом по голове, грабил и скрывался с места происшествия. В этом полицейские подозревают 32-летнего казанца, который, как считает следствие, причастен к 2 разбойным нападениям. Нападал он только на женщин. Его жертвами стали пенсионерка и 38-летняя местная жительница. Все произошедшее попало в объективы камер видеонаблюдения. Записи посмотрела Алина Мусина. А били чем? Первый удар с кулака сделали. Второй удар с кирпичом. На допросе отвечал предельно ясно и четко. Возможно, сказалось уголовное прошлое. Мужчина только недавно освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за имущественное преступление. Долго наслаждаться свободой он не смог, как считают стражи порядка, вновь встал на криминальный путь. В этот раз его подозревают в разбойном нападении на 2 женщин. Вину признаете свою, получается? Да. Заявление на молодого человека поступило в тот же вечер, когда подозреваемый напал на первую жертву. Пенсионерка рассказала полицейским, что неизвестный следил за ней, затем начал бить по голове кирпичом и скрылся. Стражи порядка обнаружили сумку в соседнем дворе. Спустя некоторое время с аналогичным заявлением в правоохранительные органы обратилась и 38-летняя женщина. Злоумышленник сорвал с ее шеи золотые изделия и сумку с денежными средствами. При этом для совершения преступления, как и в первом случае, подозреваемый использовал кирпич. По данным фактам были возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Сейчас мужчина заключен под стражу. После завершения следственных действий уголовное дело передадут в суд для рассмотрения по существу. Алина Мусина, Нафиса Минязова, вызов 112.
Это все, о чем успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.